В целом, Бадру Зурабович, оперативная обстановка в стране остается стабильной. Несмотря на то, что в начале года, вы знаете, что были процессы, связанные с выборами, и была ситуация, конечно, нестабильная, но тем не менее криминогенную обстановку нам удалось удержать. То есть статистику мы проводим в сравнении с прошлым годом. Прошлый год у нас был по показателям фактически всем рекордный, то есть у нас по криминогенной части и по ситуации на дорогах было уменьшение, скажем так, и преступлений, и смертности на дорогах. Для нас сегодня главная задача ГМВД – это уменьшить смертность на дорогах, та задача, которая нами непосредственно была поставлена. В рамках реализации этой программы были установлены 24 камеры фото-видеофиксации промежутки между городом Сухум и наш Гагра, то есть граница по реке Псол. Что нам это дает? Помимо этого мы установили 5 рубежей контроля, оборудовали 5 постов на выявление нарушителей. Существенно изменилась ситуация на этом участке. Если взять по цифрам погибшим, у нас минус 6. В настоящее время ведется активная работа по установке камер фото-видеофиксации в восточной стороне. Я думаю, что приблизительно около 2 недель нам необходимо для того, чтобы эта страна была полностью запущена. Ну и, соответственно, мы уверены, что эти показатели, которые сегодня существуют, мы их еще больше улучшим. К концу года будет другой результат. Касаемо незаконного оборота оружия, ту задачу, которую мы поставили, согласно приказу министра, проводится в неделю 2 раза рейдовые мероприятия по всем заведениям городов и районов Республики Абхазия. Предупреждены все владельцы этих заведений для того, чтобы никто не имел возможности в общественных местах появляться с оружием во избежание каких-нибудь негативных последствий. Помимо всего этого, у нас есть увеличение по выявлению незаконного ношения оружия. Это связано именно с тем приказом, согласно вашему указанию, об активной работе, так скажем, в этом направлении. То есть в целом, если взять криминогенную обстановку и обстановку, есть небольшие изменения по кражам, да, увеличение, то есть задача поставлена выявлять. Иногда бывает, наши граждане не сообщают, мы стараемся узнавать, склонять людей к написанию, составлению, то есть обращению в наш адрес с заявлением и, как говорится, реализовывать эти мероприятия. Вот, в Гагрской зоне задержано несколько групп, которые на системной основе занимались кражами. Хотел бы доложить, что многие из тех, кто задержаны, не являются жителями этого района. Также, Бадру Зурабович, согласно вашему распоряжению, по основным видам деятельности, так сказать, да, Министерство внутренних дел остается работа и по незаконному обороту наркотических средств. В прошлом году мы выявили 14 групп. В этом году мы 4 группы уже, так скажем, выявлены, задержаны. Это, когда имеется в виду группа, это, то есть от начала, то есть самого организатора до всех остальных, так скажем, участников этого процесса. 4 группы в этом году нами задержаны. Ну и, соответственно, налажено очень тесное взаимодействие с Главным управлением по незаконному обороту наркотиками Российской Федерации, что нам сегодня позволяет организаторов задерживать на территории Российской Федерации. Вот. То, о чем я сейчас говорю, это именно те мероприятия, которые совместно, в частности, проведены с нашими коллегами из Российской Федерации. В настоящее время на территории Абхазии остается небольшое количество, можно сказать, пару единиц пару каналов, над которыми мы работаем. Фактически
участники этого процесса нами установлены. Я думаю, что в ближайшее время мы с ними тоже по ним примем соответствующие меры. Павел Петрович, благодарю за проделанную работу. Действительно, очень важно сохранение стабильной ситуации внутри нашего общества, криминогенной ситуации, ситуации на дорогах, профилактика, борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Это все те направления, на которых необходимо усилить и сосредоточить свое внимание. В этом смысле мы чувствуем динамику улучшения ситуации по этим направлениям, но ни в коем случае сбавлять обороты нельзя. Вы знаете, что действительно большое количество наших граждан погибало на дорогах. Если, конечно, сравнивать с динамикой прошлого года, которая в разы лучше, чем предыдущие несколько лет, мы знаем, что и под сотню людей у нас в год погибало на дорогах. Все те меры, которые предприняты, усиление работы, значит, оснащение, техническое оснащение наших центральных республиканских трасс дает, безусловно, положительные, значит, результаты. Надо будет увеличить интенсивность этой работы в Восточной Абхазии. Мы сегодня наблюдаем увеличение транспортного потока в Восточную Абхазию, и возможности автодорог позволяют, значит, создать эти системы безопасности. В этом смысле эту работу необходимо продолжить. Совершенно правильно и справедливо вы отметили, и мы чувствуем эту работу во взаимодействии с российскими вашими коллегами по линии противодействия незаконного оборота наркотических средств. Эту работу надо продолжить, усилить. Значит, каждый гражданин, который занимается этим преступлением, должен понимать, что он понесет наказание. Это вопросы безопасности, национальной безопасности. Вы знаете, подверженность молодых людей такого рода, да, соблазнам, и мы должны сделать все, чтобы отсечь этих людей, не допустить на территорию людей, которые могут нам создать определенные сложности. Что касается, значит, летнего курортного сезона, мы наблюдаем небольшой всплеск краж. В этом смысле, Роберт Петрович, прошу усилить тоже деятельность районных подразделений, центрального аппарата. Мы должны сделать так, чтобы граждане нашей страны, гости нашей страны чувствовали себя в безопасности, комфортно. Кстати говоря, о введении нового подразделения туристической милиции, это очень хорошее, правильное было решение. Я считаю, что мы совершенно вовремя и справедливо начали эту работу. Я лично имел возможность пообщаться с этими молодыми людьми, которые сегодня расположены в основном, да, в курортных, так скажем, городах, и в Гагре, и в Сухуми, да. И в этом смысле обращение к этим подразделениям, в том числе наших граждан, гостей нашей страны, очень много. Это прямо та работа, которую нужно продолжать. Надеюсь, что мы это подразделение будем еще усиливать. И, конечно же, этим ребяткам надо будет обязательно дополнительно помочь.